Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о насущном на сегодняшний день. Недели 3 назад я рассказывала вам, что собаки у нас сидят очень тесно, скученно. Места всем не хватает. Отсадить болеющих некуда, а вместе со всеми им некомфортно. Им нужен покой. Это, например, Алиска, Кэти, Тучка. Это щенок Ада, который завис на мне из квартирной передержки. Нас попросили съехать в силу объективных причин. Даже посадить некуда. А когда Сима и Вита конфликтуют, то тоже отсадить некуда. Баксу тоже нет места. Вывели из вольера, чтобы никого не обидел. В общем, чтобы в разных ситуациях без конфликтов и драк нужны места, нужны вольеры, которых у нас не хватает. Я рассказывала вам об этом. Если строить в попыхах в ноябре, в мерзлую зиму перед зимой, как в прошлом году, то ничего хорошего из этого не получилось. Все быстро выходит из строя и разрушается. А летом всегда не хватает денег. Вот и крутимся. То ли корм купить, то ли титры сделать и кого-то осчастливить отправкой в семью, то ли лечение продолжить хронических болячек у некоторых собак, то ли вольер построить. Приходится выбирать, что важнее – еда, здоровье или место содержания. Вот на данный момент мы с передержкой, не желая драк у собак, замутили постройку вольера. И строится это по крупицам собираемые деньги. Но на эти деньги нам надо покупать еще и корм, который закончится через 3 дня. А у нас идет стройка. Значит, корма нам не видать. Все, что собрано, распределила по передержкам, оплатив по 2-3 собаки. Это капля в море. И вот там, где много болеющих и много мелких собак, остро стоит вопрос вольера. И мы начали его строить. Закупили дерево, железо. Даже мастера нашли, это тоже дефицит. Так, ну что, вот на таком этапе у нас строительство нашего вольера. 6×2. Поставили каркас, зашили пол, зашили крышу, начали зашивать снаружи. Сейчас я тут пойду покажу. Вот такая красотища у нас получается. И работа закипела. Но, увы, через 4 дня все встало. Потому что теперь надо докупать сетку, оградительный забор, столбы для выгульника. И делать это быстро и оперативно. Иначе рабочий, чтобы не простаивать, убежит на другой объект. И потом мы его не дождемся. Друзья, нужна ваша помощь в счет оплаты за передержку. Передержка – это не только корм, это и содержание их собак, и условия содержания, в том числе и вольеры. Ведь если собаки будут драться или убегать, мы скажем, что плохая передержка. А дело совсем в другом. Надо вовремя создать условия, чтобы не было драк и чтобы не было побегов. Друзья, помогите, пожалуйста, на передержку-вольер. Надо срочно закончить строительство. Собаку вернули обратно. Забраковали тебя, не захотели брать, да? И еще, друзья, помните, на майские праздники я отправляла щенка в ручки в Питер. Черную марточку. Девчушка ехала счастливая, готовая к переменам в своей жизни. Но в семье по приезду она пробыла только 1 ночь. Через 3 часа супруги заверещали: немедленно заберите назад. Она напугала нашу кошку, и кошка залезла на подоконник, не слезает. Экая трагедия. А щенок любит всех и вся, хотел просто поиграть с этой кошкой. Наутро она безоговорочно отвезла щенка к тому же зооперевозчику, который привез щенка, и через 3 дня щенок снова был доставлен в Москву. Здесь я его не пристрою, здесь таких много. И вот теперь этой марточке улыбнулся шанс
уехать в Европу на пристройство, но мы должны оплатить половину дороги. Это 200 евро или 18 тысяч. Друзья, помогите, пожалуйста, отправить его, пока берут. Второй раз могут не позвать. Помогите собрать эту сумму 18 тысяч.